Ассаляму алейкум, здравствуйте. В эфире информационный выпуск новостей Хаберлер. В студии для вас работает Асан Абибулаев. Сегодня в нашем выпуске. Иностранные наблюдатели, которые работали в Крыму на президентских выборах, попали в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». 167 лет со дня рождения Исмаила Гаспринского. Аварийное жилье в Симферополе. Сколько оно еще простоит и куда переехать хозяйке этого дома? Концертная программа «Песни на 4 языках», танцы восточных народов и национальные угощения. Факультет крымско-татарской и восточной филологии празднует свой день рождения. В Украине пропал крымский татарин. Более 1,5 месяцев родные не имеют сведений о Руслане Харакчиеве, 90-го года рождения. По их информации, 5 февраля этого года он пересек границу Крыма и Украины в Чангаре. В последний раз его видели 9 февраля в поселке Новоалексеевка Херсонской области. Родные Руслана просят распространить информацию о его пропаже и призывают всех, кому что-либо известно о нем, сообщить по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. В Киеве националисты разрушили выставку, посвященную 4-й годовщине якобы репрессиям в Крыму. Об этом на своей странице в Facebook написал один из украинских блогеров. По его мнению, разгром выставки может быть связан с ультиматумом в адрес президента Порошенко. Руководитель блокады Крыма Ленур Ислямов и экс-премьер Крыма пообещал устроить крымско-татарский Майдан в Киеве. Его главное требование – признать полуостров крымско-татарской национально-территориальной автономией. 43 иностранных наблюдателя, которые работали в Крыму на президентских выборах, попали в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». И еще список из 140 фамилий, задействованных в организации проведения выборов украинский МИД, передал в Европу. Что так расстроил официальный Киев, пыталась разобраться наш корреспондент София Шукурова. Нарушений в процессе голосования не выявили. Выборы прошли прозрачно и в соответствии с международными стандартами. Такое заявление иностранных наблюдателей возмутило правительство Украины. Теперь эти международные наблюдатели в списке украинского сайта «Миротворец». Но это их никак не пугает, а только смешит. Я приехал 8-й раз. Я нахожусь под санкциями, всевозможными украинскими санкциями, что там якобы прокуратура завела уже 7 дел, или сейчас будет 8 дел. Поэтому я не вижу, что как-то законодательство Украины может распространяться на граждан Германии до Европы. Поэтому это полный абсурд. Подготовка к главному событию страны по всем районам полуострова началась задолго до выборов. Сакский район показал один из лучших результатов по явке избирателей. Общественная организация «Инкишаф» во главе с Искендером Беляловым определили правильный курс. Старейшин, представителей религиозных общин и молодых активистов они направили на экскурсии по главным стройкам полуострова. За всю жизнь мы не видели таких масштабных строек. И все, что увидели, мы рассказывали нашему народу. Они поверили и пришли на выборы. Результат работы налицо. Сакский район стал лидером по явке избирателей. Сегодня администрация города и района благодарит лидеров общественного мнения за высокую явку. Достучались до каждой семьи, до каждого сердца, объяснили позицию. Я думаю, что они ее правильно объяснили. И люди не побоялись этих угроз извне, а поверили своим лидерам, поверили лидерам республики, страны, что все будет в порядке, и их защитит страна. Поэтому я думаю, что общины все сработали, общественность сработала, молодежь сработала. Вот нашли слова и дошли до каждого. Поэтому огромное спасибо, конечно. В свою очередь, Искендер Белялов активность народа на выборах объясняет мудростью и умением анализировать. За 4 года жизни в российском Крыму полуостров преобразился, строится главная святыня мусульман. Крымский мост, аэропорт Симферополь, детские сады и школы в местах компактного проживания крымских татар. А самое главное, крымские татары получили закон о реабилитации. В Сакском регионе именно показало то, что народ проголосовал. Я скажу, 76% по району, а крымские татары 62,7%. Это результат того, что
все-таки издание указа президента о реабилитации, оно дало очень многое. Результаты выборов комментируют и политологи. В Крыму и Севастополе высокий показатель, знак благодарности за воссоединение. Для крымчан эти выборы были особенными. Закончилась политическая интеграция Крыма и Севастополя в пространство российского государства. Голосуя за Владимира Путина, крымчане еще раз поблагодарили лидера страны за спасительное воссоединение с Родиной и за все те позитивные преобразования, которые произошли в регионе за последние 4 года. Результат президентских выборов еще раз подтвердил события 2014 года и желание крымского народа жить в большой, дружной, многонациональной России. София Шукурова, Иван Евдокимов, телеканал «Миллет». 167 лет со дня рождения Исмаила Гаспринского. Сегодня в Симферополе возложили цветы к памятнику великого крымско-татарского просветителя. Наш корреспондент с места событий. Жители Крыма отмечают день рождения народного просветителя Исмаила Бея Гаспринского. Тут у памятника собрались студенты КИПУ, политехнического колледжа, администрация города Симферополя, а также муфтиат Крыма. Сегодня весь крымско-татарский народ вспоминает известного среди мусульманского населения Российской империи политика и издателя Исмаила Гаспринского. По всему Крыму запланирован ряд мероприятий с участием студентов и школьников. Сегодня для них проводят классные часы и рассказывают о его жизни. Данные мероприятия проводятся ежегодно на уровне администрации города, на уровне Республики Крым. Мы все чтим память этого выдающегося политического деятеля, который внес свою ту огромную и большую лепту в создании и поддержании, скажем, тюркоязычного населения республики и в целом Российской Федерации. Своей деятельностью Исмаил Гаспринский заложил фундамент демократической традиции в крымско-татарском национальном движении. Его главной мыслью была воспитать новое образовательное поколение, опираясь на традиции, создавать новую нацию. Исмаил Гаспринский для Крыма, для тюркского народа, для славянского народа сделал очень многое. Его труды сегодня изучают в библиотеках, школах, высших учебных заведениях. И как мы видим, сегодня собралось очень много студентов и школьников, которые также должны изучать его труды. Все участники мероприятия возложили цветы к памятнику Исмаила Гаспринского. Гаспринский – это тот человек, который останется в сердце каждого. Мухаммед Зикиряев, Алишер Алимов, телеканал «Миллет». Семья погибшего в Симферопольском лифте женщины и ребенка получат 200 тысяч рублей. Как ранее сообщалось, 2 марта в доме на улице Балаклавская, 81, произошло обрушение лифта. В тот момент в нем находилась мать с грудным ребенком. Они погибли. Комиссией по предоставлению материальной помощи было принято решение выдать семье моральную компенсацию. По факту произошедшего Крымский следком возбудил уголовное дело, а прокуратура республики начала проверку. Аварийное жилье в Симферополе. Сколько оно еще простоит и куда переехать хозяйке этого дома? Это один из вопросов, с которым обратились на приеме граждан к председателю Госкомнадза Ленуру Абдураманову. Крымчане приехали из разных районов и городов обсудить свои насущные проблемы. О них знает и наш корреспондент Алимия Кайбулаева. Этот дом буквально разваливается на глазах. Огромные трещины, холодно и никаких удобств. Однако даже в таких условиях люди вынуждены здесь жить. Милия Мамбетова сегодня вынуждена скитаться по всем родственникам и знакомым. Она в отчаянии, ведь родной дом уходит из-под ног. Сейчас вековое жилье в аварийном состоянии и ремонту не подлежит. С просьбой помочь найти выход из этой ситуации гражданка обратилась в Госкомнадз. У дочерей живу, у родственников. Когда кому кто придется. Когда у кого день рождения, иду вроде бы поздравлять и остаюсь там на несколько времени. Здесь зимой холодно. По этому вопросу в ближайшее время будет создана комиссия и выезд на место, уверил председатель Госкомнадза Ленур Абдураманов. А вот владельцы земельных участков в селе Мирное обратились с просьбой узаконить земли и раздать их людям. Получили положительный ответ. Вопрос двинулся с мертвой точки, и в ближайшее время проблема будет решена. Неоднократно уже обращались, но благо Ленур Азизович в данный момент взял это все под контроль, и проблема решается, идет вроде бы к завершению.
появилась хоть какая-то надежда. Ленура Дубровская приехала из Джанкоя. Вот уже 18 лет она состоит на квартирном учете, а пока вместе с мужем и сыном проживают в съемной квартире. К концу года обещали выдать квартиру. Пришло время подать документы в жилищный отдел, как у семьи появились затруднения с документами. Были прописаны в общежитии Советская, 11. Все годы нам предоставляли справки, значит, о составе семьи, а в этом году нам отказали предоставить эту справку. Получение гражданства, предоставление жилья, оформление земельных участков – эти вопросы также были озвучены на приеме граждан. Алимека Айбулаева, Аким Бекиров, телеканал Миллет. В прокуратуре Крыма провели круглый стол под названием «Защита прав людей с ограниченными физическими возможностями, объединяя усилия». Он состоялся по итогам 3-го открытого форума прокуратуры по вопросам инвалидов. Прокуроры активно принимают меры по защите жилищных трудовых прав социально незащищенных граждан, их права на пенсионное обеспечение и получение мер социальной поддержки. В рамках работы марафона «Помогать и защищать» только за месяц было принято порядка 200 человек. Благодаря этому улучшена доступность для граждан с ограниченными возможностями более чем 150 объектов инфраструктуры. Права граждан, нуждающихся в особой социальной защите, нарушаются практически во всех основных социально значимых сферах жизнедеятельности. Состояние законности в данной сфере находится на особом контроле прокуратуры республики. Проверки проводятся на постоянной и системной основе. Безусловно, взаимодействие с такими институтами гражданского общества, как общественные объединения и волонтерские организации, будет только способствовать эффективности прокурорского надзора. С этой целью органы прокуратуры ориентированы на более тесное и активное взаимодействие с общественными организациями инвалидов. На встрече собрались общественники, председатели организаций инвалидов, учредители благотворительных фондов, представители администрации города, пенсионного фонда и социальных служб. Обсудили наболевшие вопросы. Особое внимание уделили корректировке программы доступной среды для людей с ограниченными возможностями. В программе «Доступная среда» там настолько все прописано четко, осталось дело за малым брать и делать. И делать это не для галочки, как делают очень многие предприниматели в том числе, а делать с учетом потребностей этих людей. Для этого надо хотя бы нас позвать, чтобы мы протестировали, насколько это подходит. Вопрос топонимики крымско-татарского языка. В Сакском регионе состоялась встреча активистов и представителей общественных организаций. Обсудили основные проблемы региона и крымско-татарского народа. Такие встречи проводят регулярно совместно с заместителями глав администрации других районов. Встречу посетил представитель администрации президента. Особое внимание сегодня уделяет изучению крымско-татарского языка. Было распоряжение главы республики, значит, по языку, по топонимике, по справкам по реабилитации, по гражданству. И через 20 дней было заседание Общественной палаты Республики Крым, где были поставлены два вопроса. Это вопрос языка и топонимики. Все-таки мы услышали то, что крымско-татарский язык как государственный вот, будет с сентября месяца изучаться как предмет. Разрабатываются госстандарты, в Татарстане началось там вот это вот бадание. А так это, в принципе, системная работа по всей стране, и это будет приведено к единому стандарту изучения языков Российской Федерации, национальных, государственных языков, чтобы было всем понятно, и это соответствовало как бы учебному процессу. В Крымском инженерно-педагогическом университете состоялась научно-практическая конференция о традиции и инновации в педагогике начальной школы. Конференцию организовали преподаватели кафедры начального образования в честь 25-летия университета. В заседании участвовали кандидаты наук, доценты, преподаватели школы и студенты Крымского инженерно-педагогического университета. Основная масса студентов – это, конечно же, наши студенты специальности начальное образование. Они всегда ждут эту конференцию с нетерпением, потому что они не первый раз уже на ней получают очень много новой интересной информации.
потому что выступают ученые, теоретики, выступают учителя практики. На конференции директора и преподаватели крымских школ выступали с докладами. Темы выступления разные. От арт-терапии до ментальной арифметики. Преподаватели рассказывают от того, какие умения и навыки будут заложены в ученика на начальном этапе, будет зависеть его успешность и уровень обучения в высших учебных заведениях. В соответствии с требованием времени, конечно, мы должны стремиться к совершенству. Поэтому наши традиции, в том числе, должны совершенствоваться на инновациях. Мы должны использовать в своей педагогической деятельности определенные инновационные методики, которые мы с успехом, собственно говоря, применяем. Концертная программа, песни на 4 языках, танцы восточных народов и национальные угощения. Факультет крымско-татарской и восточной филологии празднует свой день рождения. Все подробности далее в сюжете. Куда без крымско-татарской хайтармы на праздновании сразу 2 мероприятий. Тюркский Новый год, Наврез-Байрам и день рождения одного из факультетов Крымского федерального университета. Факультет крымско-татарской и восточной филологии в очередной раз празднует свой день рождения. Тут десятки студентов и преподавателей, яркие и красочные выступления и, конечно, национальные блюда. Самса, бурма, чебуреки и многое другое. Усыпанные столы – неотъемлемая часть Наврез-Байрама. Ежегодно, именно 21 марта, студенты вуза собираются, чтобы отпраздновать сразу 2 любимых праздника – День весеннего равноденствия и, конечно, день рождения родного факультета крымско-татарской и восточной филологии. Я бы хотел поздравить всех наших преподавателей. У нас будет очень много гостей с наступающим Новым годом. Пожелать им здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго. А нашим студентам хорошо сдать летнюю сессию и чтобы они успешно продолжали свои занятия на нашем факультете. Студенты этого направления точно знают, чего хотят от жизни. Хорошая учеба – залог успешного будущего. Но главная цель большинства учащихся из числа крымских татар – возродить язык и передать его будущему поколению. Я поступила на данный факультет, так как хотела лучше выучить свой язык и чтобы передавать своим детям. Мы, в общем, как одна семья. Тут не каждый сам за себя, а мы все вместе. И каждый день на данном факультете как праздник. На этом факультете обучают 4 профильным языкам – персидский, турецкий, арабский и крымско-татарский. Среди студентов есть желающие пожить и поработать в Турции. Есть и те, кто интересуется историей Древней Персии. А кто-то поступил сюда, чтобы освоить на языке оригинала свою главную книгу – Священный Коран. Ben her zaman şarkı dilleri yani Türk, Arap dillerini öğrenmek isterdim. Ama birinciden Kur'an-ı Kerim'i daha güzel, daha doğru anlamak için okumaya gittim. Ve inşallah gelecekte tercüman olmak isterim. Мы не просто друзья и единомышленники, мы одна большая и дружная семья. Так себя называют будущие филологи, в глазах которых горит огонь желания учиться и созидать. Энвер Аблазиз, телеканал Миллет. Бар-Кельде «Весна пришла». По таким названиям в Бахчисарае состоялся отчетный концерт ансамбля «Авдет». Его приурочили ко дню рождения крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского и тюркскому празднику Наврез. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. В Бахчисарае встретили Наврез-Байрам – день весеннего равноденствия. У тюркских народов это праздник прихода весны и обновления природы. В честь праздника народный крымско-татарский ансамбль «Авдет» устроил яркий и веселый концерт. Творческий коллектив исполнил вокальные и танцевальные номера. Мы очень часто ходим на концерты, поддерживаем всех, кто выступает. Нам очень нравится. Пусть у нашего народа будет очень много праздников. В эти весенние праздничные дни я желаю всем здоровья. Вместе с праздником Наврез здесь также отметили день рождения крымско-татарского просветителя, издателя и политика Исмаила Гаспринского. На концерте говорили о его общественной деятельности и о вкладе в развитие культуры всего тюркского мира. В честь Исмаила Гаспринского исполнили песню «Порт-Артур». В
коллективе ансамбля «Авдет» около 70 человек, от маленьких девочек до взрослых юношей. Состав группы постоянно пополняется. Дети занимаются почти каждый день по несколько часов. Все для того, чтобы все выступления проходили на высшем уровне. Руководитель ансамбля рассказывает, своим воспитанникам старается прививать любовь к традициям и культуре крымско-татарского народа. В первую очередь мне надо заложить в них зерно, оно потом прорастет. Я не хочу, чтобы через 20-30 лет они совершенно потеряли свои истоки. Мы должны развивать свою культуру. Поскольку мы народный крымско-татарский ансамбль, мы носители крымско-татарской культуры. Мы делаем только все, что связано с нашим народом. Каждый номер сопровождался громкими аплодисментами. На протяжении всей программы у зрителей было праздничное настроение. В Бахчисарае такой концерт уже традиция. Ансамбль готов стараться не только для жителей города, но и для всех крымчан. Ферида Якубова, Аким Бекиров, телеканал Милет. Это были все новости на сегодня. В студии для вас работал Асан Абиблаев. Хорошего вам вечера. Не переключайте телеканал Милет. До новых встреч в эфире.